Халидович, давайте поговорим о том, как заявления и действия Дональда Трампа влияют на Путина и влияют ли. Вот последнее его заявление относительно 25% пошлин против стран, торгующих уже с Ираном. Издание Bloomberg сообщает, что это все ставит под угрозу торговое соглашение с Китаем и напрямую может затронуть, в принципе, Китай. А перед этим Венесуэла, да, и ситуация вокруг Венесуэлы и Мадуро. Это все выбивает Трамп подспорье из-под ног Путина, по вашему мнению? Это какая-то стратегия его в отношении Кремля и, в принципе, Китая, по вашему мнению, или нет? Ну, Евгений, это, в общем-то, не новое. Это его стратегия, он ее избрал с самого начала. Он сначала делает какие-то жесткие заявления, вызывает Путина на контакт, и все, на этом уже делает совершенно противоположное заявление тому, что... Ну, да, в данном случае, я думаю, что в ближайшее время или Путин ему позвонит, или предложит какой-то контакт с ним, и он может изменить свое отношение и сложно, на самом деле, мне сложно предсказывать, как себя может повести Трамп в том или ином случае. Но что действительно на Путина это действует, это однозначно. Но при всем том, что Путин пытается сохранить добрые, теплые отношения с Трампом, но это не означает, что Путин может принять его предложение. Я имею в виду прекращение боевых действий, остановить войну и заключить какое-то соглашение. Он будет затягивать этот процесс, он будет, как он и делает весь год, прошлый год весь прошлый год мы наблюдали именно за этим, как все это происходило. Я думаю, что ничего нового нет, хотя ситуация после Венесуэлы, конечно, немного изменилась. И то, что сейчас американцы вплотную занялись Латинской Америкой и проблемными регионами, которые с ними, это же и Иран, это же и Куба, это же и Венесуэла, это, конечно, во многом будет менять планы Путина, потому что в стратегическом отношении это еще намного ослабляет Россию для того, чтобы они могли в таком же духе вести боевые действия в Украине. А Путин каким-то образом может помочь Ирану или нет в этом противостоянии? Нет, я не думаю, что в этой ситуации он решится. Во-первых, у него и возможности нету. Единственное, что он может, он сможет принять Аятоллу или каких-то других политических лидеров, если они надумают уехать из этой страны. Но я не думаю, что вот при сегодняшней ситуации, при том, как развиваются события, что они могут выехать из страны или уступить американцам или тем, кто выступает сегодня за эти перемены. И тем более там речь идет не о это не политическая акция, да, это экономическая. В большей степени люди требуют и вышли на протест не потому, что в политическом отношении им не нравится то, что происходило в Иране, а то, что в экономическом отношении у них появились дополнительные сложности. Но оно пока еще оно не переросло, хотя этому все идет, не переросло, чтобы делать какие-то политические заявления с тем, чтобы изменить существующий режим и формат власти. Дмитрий Халидович, возможно, вы видели, что Владимир Зеленский опубликовал в социальной сети X свой первый твит на персидском языке и, собственно, в поддержку иранского народа. И сказал, то, что происходит сейчас в Иране, включая масштабные протесты, на самом деле является восстанием. Это также четкий сигнал того, что России больше не будет легко. И каждый обычный человек на земле действительно хочет, чтобы народ Ирана наконец получил шанс освободиться от режима, который существует там и принес множество страданий, в том числе Украине и другим странам. Так все-таки в Иране чем ситуация может закончиться, по вашему мнению? Все будет зависеть от воли, политической воли всего международного сообщества. Не только позиции Соединенных Штатов Америки и Украины, но и всего международного сообщества. Но на сегодняшний день не очень много стран, которые выступают за коренные изменения. Хотя все выступают и говорили о том, что нужно поменять режим, но предпосылок к тому, что это может произойти завтра или послезавтра, этого нет. Да, со временем, если ситуация в том же ключе будет развиваться, и протестующие действительно, эти протестные акции перерастут в всенародное восстание, о чем говорит Зеленский,
в этом случае, да, это может все изменить ситуацию не только в самой Иране, но и в международных делах. Очень много перемен можно ожидать в связи с этим, потому что те спонсоры, иранские спонсоры в виде, как, например, Россия, Китай, они должны будут пересмотреть свои отношения и выработать новую стратегию для того, чтобы они могли влиять на процессы в международном плане. Если они лишатся такого партнера, как Иран, конечно, им будет намного сложнее. Задержка российских танкеров. В принципе, в Пентагоне говорят, что и намерены и дальше продолжать задерживание санкционных танкеров. Да? Кроме этого, есть сообщение о том, что европейские, также в частности британцы, также могут действовать подобным образом. В какое положение это все ставит Путина? Конечно, это очень серьезный сигнал для Путина, хотя до сих пор от слова к действиям не переходили, а сегодня реально после событий в Венесуэле Соединенные Штаты Америки и Великобритания сделали так, что они начали реализовывать те санкции, которые они объявили против теневого флота Путина. Но это впервые произошло. Я думаю, что теперь уже они понимают, что это выгодно, и понимают, что Россия не может предпринять каких-либо адекватных действий по отношению вот к таким проблемам, которые у них возникли с теневым флотом. Я думаю, что и Соединенные Штаты Америки, и Великобритания будут продолжать. И их коалиция может расшириться в плане того, что к ним могут присоединиться и другие страны. А Z-сообщество, кстати, призывает Путина и Кремль отреагировать силой на все эти действия. Что вы об этом думаете? Ну, если бы у них были бы эти силы, они бы это уже сделали бы, и не надо было бы их этому призывать. Но дело в том, что на сегодняшний день у России таких сил нету, потому что все силы и средства направлены на то, чтобы вести войну Украины. На самом деле, что бы сегодня Трамп не сделал, или Соединенные Штаты Америки, или другие страны, вот в период передела мира, а сегодня на самом деле происходит передел мира, Путин инициировал этот процесс, рассчитывая на то, что Украина сдастся и весь мир позволит ему проглотить Украину. В этом случае, конечно, он был бы лидером в этих процессах. А сегодня они практически, у них руки заняты Украиной, и процесс, который идет в международных делах, и в геополитические вопросы, и при переделе интересов ведущих держав мира, Россия в этом не участвует, потому что она не может принимать, не может заниматься этим ввиду того, что она занята Украиной. Ахмед Халидович, вы сказали, что все эти действия от Соединенных Штатов Америки, да, они направлены снова-таки от давления на Путина. Владимир Зеленский говорит, что Российская Федерация до конца этого месяца должна дать ответ относительно предложения Украины и Соединенных Штатов по поводу мирного плана. По вашему мнению, каким может быть ответ РФ? Нет, дело в том, что надо понимать, что речь ведет и президент Зеленский, и те, которые занимаются, они говорят о гарантиях безопасности Украины. Речь не идет о том, что сегодня-завтра война может остановиться. Они исходят из того, что когда бы война не остановилась, какие гарантии может быть у Украины, что Россия снова, если она сохранится вот в тех границах и в том качестве, как империя, какие гарантии мир может дать Украине, чтобы они снова не начали агрессию. И в этом отношении то, что Зеленский говорит, руководство Украины понимает, они учитывают опыт, исторический опыт и свой собственный, начиная с Минских соглашений, они знают, украинцы, руководство Украины знает, чем это заканчивается. Начиная с 1994 года, когда был и меморандум, и гарантии безопасности, и потом было Минское соглашение 1, 2, но к чему это привело? Привело к тому, что Россия развязала широкомасштабную агрессию. И вот Украина хочет себя застраховать. А что делает Соединенные Штаты Америки? Что на самом деле они используют ситуацию, которую создал Путин. Знает Путин, понимает он это или нет, это другой вопрос. На самом деле Россия обнулила все возможные
принципы и нормы международного права. И в этой ситуации сегодня Соединенные Штаты Америки используют тот факт, что Россия первая начала нарушать все эти принципы и международные соглашения, действует на своем усмотрении, чтобы усилить свои позиции по всем направлениям. И это делается именно потому, что Путин занят войной в Украине. Если бы не война в Украине, Россия могла бы во многом препятствовать вот этим процессам, могла бы участвовать в этом процессе, отстаивая стратегические интересы России. Но сегодня она этого не может делать. И Соединенные Штаты Америки очень хорошо этим пользуются. Вы сказали, если Россия сохранится, а сохранится ли? Давайте поговорим о том, что происходит сегодня в Чечне. Есть сообщение, что у Кадырова отказали почки, он находится в собственной больнице, а в Кремле якобы уже выбирает ему преемника, кто будет дальше править Чечней. Возможно, вам что-то известно об этом? Нет, нам известно то, что Кадыров болен, а кто его хоронит уже третий год подряд, это тоже нам известно. Но дело в том, что об этом можно говорить как об информационном поводе на текущий день, не более того. В стратегическом отношении ни смена Кадырова, замена Кадырова кем-то, ни его смерть никоим образом никак не может повлиять на общую ситуацию в самой России и Чеченской Республике. Если ожидать какие-то перемены и в Чечне, и в самой России, они возможны. Мы с вами говорили об этом и раньше, Евгений, мое отношение к этому не изменилось, только лишь после окончания войны в Украине, только лишь после военного поражения России в Украине. В этом случае мы можем ожидать и говорить о каких-то возможных переменах. А до этого времени, мне кажется, что умрет Кадыров, не умрет, поставит на его место кого-то другого, ровным счетом это не скажется ни на что. Ни на общую ситуацию в России, ни, в частности, на ситуацию самой Чеченской Республики. А Владимир Зеленский, который говорил, что можно сделать с Кадыровым то же самое, что и с Мадуро. Вот вы видели, да, это заявление? Если бы он нужен был бы кому-то, как Мадуро, американцам, это могли бы сделать. Но дело в том, что Кадыров никому на самом деле не нужен. Это человек, который выполняет функции по умиротворению, по уничтожению чеченцев и чеченского народа. Дальше этого влияние Кадырова дальше этого не движется его влияние, ни на что он не влияет, кроме вот этой ситуации. А эта ситуация сегодня устраивает Россию, которая его и родила. Эту систему и эту структуру оккупационную, которая сегодня находится в Чечне, ее русские создавали, тратили на это миллиарды. И сохраняют ее, тратя миллиарды на то, чтобы эту систему и структуру сохранить. Русские тратят. И поэтому я не думаю, что от того, что Кадыров перестанет или его похитит, или его ликвидируют, что-либо изменится. Они найдут другую марионетку, которая будет выполнять эти же функции. Ну, может быть, не с тем отвратительным видом, как это делает, эти моральные уроды. Может быть, чуть-чуть изменится, оттенок может быть другой, но суть сохранится та же. Вы говорите, Кадыров нет, а вот Путин. Если к нему что-то, нечто подобное смогут ли применить? Потому что министр... К большому сожалению, это на сегодняшний день это невозможно. Не А почему тогда об этом министр обороны Великобритании говорил? Видели, да, его заявление? Когда он приехал? Я видел это, говорить можно все, что угодно, но, к большому сожалению, на сегодняшний день никто не решится реализовать или сделать то, что сделали Соединенные Штаты Америки в Венесуэле. Почему? Этот вариант, во-первых, это технически невозможно. Где находится Путин, где находится и в каком положении сегодня сама Россия, да? Добраться до Путина в этой ситуации, как они добрались до венесуэльского президента, это невозможно. Да, возможно, один вариант, как Милошевича, когда все это закончится, русские могут сдать Путина в международный трибунал. Но до того, пока не появится реальная сила самой России, которая могла бы способствовать тому, чтобы Путина привлечь к ответственности, это, к большому сожалению, это невозможно.
А таких предпосылок на сегодняшний день нет. Внутри России нет ни одной организованной, ни внутри, ни за рубежом нет организованной оппозиции, которая способна была бы делать такие решительные шаги по отношению к изменению формата власти в России. Ахмед Халидович, а вот 2026 год, в каком положении входят Российская Федерация, Кремль, элиты и сам Путин, и российская армия? Вот как вы оцениваете? Вот по моим оценкам, это последний год этой системы, которая привела к власти Путина. Вот те процессы, которые происходят в мире, те изменения, которые сегодня проводят и Соединенные Штаты Америки и происходят в мире, они говорят о том, что именно этот последний год, он будет решающим для России. И в военном отношении, и в экономическом отношении, и в политическом отношении. Ситуация, все эти три компонента, они взаимосвязаны. Экономика связана с войной, а военная ситуация может измениться в этом году не в пользу России. И поэтому сегодня вот эти разговоры о возможном перемирии, о возможном соглашении, о возможных гарантиях безопасности для Украины, они связаны с тем, что возможны очень серьезные изменения по линии фронта. И то, как готовится Украина к реваншу в этой ситуации, я имею в виду в военном отношении, и подготавливают Украину в этих вопросах, это тоже очевидный факт. Я думаю, что это в этом году будут очень серьезные изменения и по линии фронта, и в международных делах, и в экономическом отношении у России и у Путина очень серьезные проблемы начинаются, если послушать ведущих экономистов, которые отслеживают и дают нам анализируют на эту тему. Это все говорит о том, что это 26-й год. Не только зима для Украины очень тяжелая и холодная будет, но весь год для Путина будет неблагополучным в тех планах, которые он себе наметил. Так, а учитывая этот глобальный передел мира, да, который, собственно, начал Дональд Трамп, кто останется у союзников у Российской Федерации? Но если Соединенные Штаты Америки в этом ключе будут продолжать, в принципе, у них будет очень мало союзников. Это единственный союзник, это Китай, который в любое время может, в зависимости от своих интересов, может пересмотреть свое отношение и по отношению к России, и по отношению к другим международным делам. Поэтому союзников почти, кроме как Белоруссии и Кадырова, у Путина все меньше и меньше их становится. И Лукашенко не совсем надежный союзник в этих вопросах, который заявил о том, что он открыто заявил о том, что он трампист. И это он сделал в тот момент, когда Трамп начал делать не совсем благоприятные заявления в адрес Путина. Ну, то есть Лукашенко здесь страхуется и как? И, конечно, это очень бывалый, ушлый, это политический зверь, да, это животное политическое. Он чувствует, он понимает и делает все, чтобы сохраниться и сохранить свою систему и структуру, которую он выстроил. Он очень аккуратен в этих вопросах. Но имеется в виду, что если будет стоять выбор между Путиным и Трампом, то Лукашенко выберет Трампа. Конечно, выберет. Если только со стороны Соединенных Штатов Америки будут какие-то намеки, а такие намеки есть, и то, что они продолжают работать с Лукашенко, говорит о том, что они в любое время могут перетянуть Лукашенко в свою сторону, на свою сторону. Ахмед Халидович, а как же планы Кремля, в принципе, о союзном государстве? Да, вот, все, что они могли добиться и в этой ситуации, они уже сделали. Дальше этого никакие интеграционные процессы, связанные с союзным государством, они не пойдут. Все, чего можно было добиться за эти 25-30 лет, они добились. И они использовали вот эту территорию для агрессии против Украины. Но дальше этого, я думаю, что ничего не двинется. Наоборот, пойдет обратный процесс даже в этих интеграционных делах, которые были намечены и налажены между Белоруссией и Россией. Белоруссия должна стать суверенным, независимым государством. Она и станет. После Лукашенко или при Лукашенко, неизвестно, но что это произойдет, у меня нет никаких сомнений. Но все будет зависеть от того, насколько и как закончится война России в Украине. Все, конечно,
во многом на постсоветском пространстве будет зависеть от этого. И не только уже на постсоветском пространстве, а на европейском континенте. Все будет складываться, исходя из того, каким образом завершится война в России, война в Украине, которую ведет Россия. А риск вторжения снова со стороны Беларуси, либо участия Беларуси вот в дальнейшей войне, вы исключаете? Я думаю, что да, потому что они в любом случае, Лукашенко сумел не дать себя как еще большей степени активной участия в российской агрессии против Украины. Он все-таки сумел, отдав территорию на использование, но не втянуться в войну, он сумел. И дальше я думаю, что вот именно американцы, которые с ним работают, и не позволят ему и Путину втянуть его дальше уже в открытую агрессивную войну против Украины. Когда мы говорим о гарантиях безопасности для Украины, по вашему мнению, к чему все-таки могут прийти стороны и договориться? И вот все-таки размещение американских войск на территории Украины, может ли пойти на этот шаг Дональд Трамп, потому что он его не исключал? Но насколько я понимаю, сейчас идет речь о том, что как бы американская сторона будет именно техническими средствами контролировать остановку огня. Вот все будет зависеть от того, как война закончится. Если война закончится вот так, как сегодня заявляет Трамп, с тем, чтобы признать оккупированные территории за Россией и создать такой прецедент, что силовыми методами можно пересмотреть границы, это одна сторона. Если же Россия потерпит военное поражение и Украина выиграет в этой войне, то это совершенно другая ситуация. Сегодня на самом деле очевидный факт, что вся безопасность Европы и европейского континента во всем зависит от того, как эта война закончится. Единственным гарантом, если говорить о гарантиях стратегической безопасности Европы, это Украина может гарантировать Европе стратегическую безопасность, но не Европа Украине. Потому что война не может закончиться вот в том виде, в котором себе представляет Путин. Вот для Путина изначально он заявил свои задачи, да, это устранение первопричины. Первопричина – это украинская независимость, это национальный суверенитет Украины, это независимое украинское государство. Пока не будет достигнута эта цель, все, и Путин, и Иванов, и, я не знаю, Лавров, все, кто сегодня ответственные так называемые российские политики, один голос заявляет о том, что война может остановиться только после достижения или ликвидации первопричин этой войны. Первопричина – это украинское государство. Поэтому Путин не может остановить. А мир не может допустить, чтобы Украина потеряла и независимость, и национальный суверенитет. Поэтому здесь третьего варианта нет. Третий вариант, даже вот тот процесс, который сегодня идет, который привыкли называть переговорами, о чем идут переговоры? Речь идет о создании гарантий безопасности для Украины. Но не о том, когда закончится война, как закончится война, при каких условиях и на чьих условиях война закончится, об этом речи нет. Единственное, что Путин пробросил вот эти 28 пунктов своего плана и озвучил через Америку, а этот план не прошел. Ни Европейский Союз, ни Украина, ни союзники Украины не приняли этот план. А тот план, который они подготовили по завершении, оно намного ближе к плану Зеленского, который он озвучил и заявил о справедливом мире для Украины. Вот эту сторону Россия не может принять. Поэтому сегодня идут разговоры вокруг возможных гарантий безопасности после того, как когда-либо закончится война между Россией и Украиной. Ахмед Халилович, так а все-таки присутствие войск европейских либо американских, это, ну, скажем так, повод того, что как бы Путин не осмелится обстреливать, либо напасть снова или нет? Но дело в том, что если Путин будет оставаться и Россия будет сохраниться в том виде, в котором она есть, никаких иностранных войск в Украине не будет. Это возможно только после того, как Россия перестанет существовать в
том виде и в том качестве, в котором она начинала эту войну. Поэтому это всего лишь разговоры. А вот если завершится война по плану Зеленского, да, для достижения справедливого мира, то украинские войска будут находиться где-то в европейских странах как гаранты безопасности для Европы. Но не кто-либо на территории Украины. Поэтому позиция и роль Украины после завершения войны, она будет Украина будет не выступать не как жертва, возможная жертва кого-то, а как страна, которая может гарантировать безопасность всему континенту. Смотрите, ну Дональд Трамп сейчас что говорит? Что у Владимира Зеленского нет карт, у него есть только одно, это Дональд Трамп. Это очередной виток давления на Зеленского и на Украину? Ну, это периодически так он заявляет. Я думаю, что он понимает, что у Зеленского сегодня есть все карты. И что Европейский Союз и коалиция, и союзники Украины, которые сегодня поддерживают Украину и будут поддерживать Украину, это и есть карты Зеленского. Потому что сегодня эти лидеры западных и европейских стран, которые поддерживают Украину, они это делают не только из-за Украины. Это они в первую очередь делают из-за угрозы со стороны России их будущему, их независимости, их суверенитету. И эта ситуация будет сохраняться независимо от того, что бы Трамп не делал и не говорил. Если он не займет открыто сторону России, а открыто занять сторону России в этой войне, Трампу не дадут американцы и Америка. Потому что социологический опрос, насколько американцы поддерживают Украину, он же тоже за этим наблюдает. И вот их промежуточные выборы, о которых он сегодня очень серьезно обеспокоен, я имею в виду Трамп, говорят о том, что ему придется занять уже более открыто украинскую сторону в этой войне. Если он будет продолжать даже вот в том ключе, в котором он провел этот год, он проиграет промежуточные выборы. Если он будет жестко действовать и не только в Венесуэле, в Кубе, но и по отношению к России, у них есть все шансы, что республиканцы могут продолжать доминировать во всех институтах, которые существуют в Соединенных Штатах Америки. И в Конгрессе, и в Сенате. Ахмед Халилович, так вот как раз после встречи в Анкоридже складывалось такое ощущение и у экспертного сообщества, да, что Трамп принял российскую сторону. А сейчас, вот по вашему мнению, все-таки больше на чьей стороне Дональд Трамп? Нет, дело в том, что после встречи на Аляске самое главное, Трамп понял, что Путин не остановит войну. До этой встречи речь шла о прекращении боевых действий Украины немедленно, сиюминутно прекратить войну. Вот с этих позиций Трамп сошел после Аляски, когда он понял, что Путин не готов останавливать войну. И сегодня уже Трамп, как я сказал, использует ситуацию, с которой складывается так, что Россия занята, и Трамп решает свои проблемы уже в других точках, которые создавали проблему для Соединенных Штатов Америки многие десятилетия. Я имею в виду Латинская Америка и страны Латинской Америки, Венесуэла, Куба и другие страны, которые были в союзниках с Россией и создавали проблемы для Соединенных Штатов Америки. Трамп и Соединенные Штаты Америки решили, пользуясь случаем, о котором мы с вами говорили, что Путин занят Украиной, решить свои проблемы у себя, как они привыкли говорить, на своих задворках Соединенных Штатов Америки. И они это будут делать. И поэтому сегодня та ситуация, которая складывается между Россией и Украиной, это в полной мере устраивает и самого Трампа, потому что это развязывает ему руки решать проблемы и в Иране, и с Китаем, и с Венесуэлой, и с другими странами.